Да. Потому что, ну, как бы, так сказать, В центре внимания. мы все-таки в эпицентре, рядом с Генриеттой. Вот. Дорогие друзья, на самом деле я хочу сказать о том, что я знаком с этим коллективом, который сегодня вы слышали. Это действительно один из самых замечательных коллективов, потому что все остальные коллективы, как бы, так сказать, исполняли песни, которые, так сказать, исполнялись южными регионами. Мумалина, четверо сей, мумалин, четверо сей. То есть вот это южное, мумалина это, как говорится, земляника. То есть вот это вот. На самом деле, вот Генриетта Петровна, которую я ее знал, вообще такой был еще молодой специалист после консерватории, весь такой полон энергии, закончил Ленинградскую консерваторию, знал очень хорошо Михнецова, который, так сказать, вел творческую лабораторию народного творчества, и он меня приучил немного, как бы, так сказать, работать с этими коллективами. Вот. А на самом деле Генриетта, она приехала еще в Сыктывкар после просмотра вот с этого коллектива. Я был поражен. Вот такие вот возрастные вот эти вот исполнители этого коллектива. Там вот эта женщина, которая вот притворялась, что она сейчас упадет, она никогда не упадет. Это вот такое стойкое дерево, вот, которое, так сказать, оно будет стоять на века. Потому что на самом деле ей уже давно было где-то под 80 лет. И вы представляете, вот такие вот коллективы, вот, в общем-то, достаточно. Я вот очень благодарен Генриетте, то, что она вот как бы почитает вот именно вот бабушку в том плане, что именно начиная вот почитание старшего поколения, оно, в общем-то, всегда дает очень хорошие результаты, потому что есть преемственность традиций, есть преемственность. А у нас ведь сейчас уже преемственности, как бы, так сказать, не ахти, как это вот мы блещем в этом отношении, поэтому и у нас немножечко вот что-то, все-то, чего-то не хватает. Молодец, Генриетта, я этого хочу сказать большое спасибо тебе, то, что ты, вот. А она приехала в Сыктывкар, и появилась не где-нибудь, а в Союзе композиторов. Я как раз сидел с Яковом Сергеевичем Перепелицей. Перепелица — это у нас как бы знаковая фигура. Вот это первый балет «Ягмор», это колоссальное количество коми, народных песен. Он сам украинец, в свое время вот депортирован, где-то 36, где-то вот родители вот, из Харькова. Вот, и он в совершенстве знал коми-язык. Вот потрясающе. Он встречается, я еще так, он около училища идет, а я как кинотеатр Родина, там, если кто знает, идет, а он уже улыбается, и вот такой, он такой добрый человек, такой во всех отношениях, и машет рукой: «Чола, Миша, Яков Сергеевич, вы же самый украинец». Я говорю: «Что же вы разговариваете со мной на коми-языке?» Он сказал: «Твой язык и вообще коми-язык — это как журчание ручейка». Оно настолько меня привлекло, что я не могу без него, как говорится, сейчас обходиться. А когда я тебя вижу, так у меня уже начинает, как бы, так сказать, вот, ну, как бы зуд на языке. Мне очень хочется с тобой поговорить именно на хорошем, чистом языке. Друзья мои, собственно говоря, я профессиональный балалайшник, я закончил аспирантуру. То есть в том плане я хочу сказать, не потому что я хочу похвастаться, я просто хочу сказать, что Прометей Йон Чисталев и Яков Сергеевич Перепелица, они сделали так, что я уже работал в Ленинградской областной филармонии. Если вы знаете, кто-то, вот пожилые люди, я работал с Александрой Сапожниковой. И была такая народная певица, исполнительница, боевая совершенно, так это неудержимо, это темперамент вообще потрясающий. Я даже не знаю, почему она ленинградка, а не почему чеченка там. Столько темперамента было, что, Миш, тебя, а меня перераспределили.
потому что в Республике Коми не хватало квалифицированных специалистов, высшего образования и все такое прочее. То есть квалификационных-то много, а желающих заниматься фольклором мало. Совсем никого не было. И я начал заниматься традиционной музыкальной культурой. Вот, и в том числе я сейчас вам покажу, проведу маленькую, так сказать, просветительскую работу в том плане, что я покажу те инструменты, которые, так сказать, я уже поднял, Вот это пылян, о чем пела Генриетта. Это пылян. А теперь я покажу вам буксан. Вначале это был охотничий инструмент. То есть играли на нем, не играли, а издавали звуки охотники. Если вы слышали звуки оленя или звук лося, они достаточно, когда у них идет уже как бы, как это называется? Любовь. Вот это идет вот это вот. Тогда охотник идет по лесу и начинает издавать вот такие звуки. И тут же и лосиха или лось клюют на этот звук, и сразу же они подбегают, и тут же, конечно, охотник, кушать-то надо, Да. семью надо кормить. И вот они кормят за счет вот этих звуков, за счет вот этого инструмента. А у меня решил вот такой вот. Если у армян есть дудуки, если они играют, вот тоже не очень сложный инструмент на самом деле, народный, они сохранили это все замечательно, то почему у коми не может быть вот такой же инструмент? Вот. Я сегодня просто этот инструмент не разыгран, то есть не распет, поэтому немножечко громковато пел, это некорректно играл. На самом деле играет очень нежно, и я в ближайшем будущем представлю записи вот такие. Вот. Теперь, значит, еще одна. Вот когда я работал, когда мы жили здесь, в Санкт-Петербурге, хорошо жили, долго жили, мы приехали сюда из Сыктывкара для того, чтобы, так сказать, проявить свое мастерство, свое искусство. В особенности это я, конечно, вот как представитель ансамбля «Зарнянь». Вот, и чему я хочу сказать? О том, что вот есть такой здесь знаменитый вот такой фольклорист, искусствовед, это Игорь Владимирович Мациевский, который работает в Театре музыки и кино, вот работал сейчас, это театральный институт, вот, и он мне, в общем-то, приглашал для того, чтобы я поступил к нему в аспирантуру. Но я закончил ассистентуру стажировок, то есть исполнительскую аспирантуру консерватории, и мне, в общем-то, дорога была закрыта в аспирантуру, поэтому меня как бы соискателем. Но дело не в этом даже, а дело в том, что он как раз мне показал инструменты, которые звучали в древности. И показал один инструмент, это, вы знаете, этот инструмент называется варган. Он в металлическом виде он появился у нас в начале 17-го столетия, в то время как у Ханты и Манси, то есть наших соплеменников, они играли на костяных варганах. Это очень тоже интересный, так своеобразный инструмент. Вот. И я, когда еще мы базировались по спредстве Коми, вот здесь вот на улице Мира, вот, я приглашал, чтобы ребят подучить, как бы, так сказать, пению и игре на этих инструментах. Я не говорил ни слова о том, что это я могу подучить их на горловое пение, и я могу подучить их играть на варгане.
Если бы я, конечно, это я озвучил, то, конечно, у меня было бы учеников море. Потому что это не коми-язык, это не то. Здесь инструмент, это музыка, она, как говорится, без слов. Я сыграю. Ну, вот так вот это. Конечно, можно еще играть долго и разные звуки извлекать. Вот. Но я постараюсь все-таки немножечко укоротиться. Я Генриетте дал слово, что я не очень долго буду, как говорится, играть и утомлять. Я сейчас... Очень интересно. Спасибо, вы Да. украшаете. Как правило, украшают женщины программа, а мужчина как бы, так сказать, его, так сказать, обрамление. Да, совершенно рама. Вот, поэтому я сейчас вам сыграю на сигутке. Сигуток это тоже, вот видите, это наш древнейший инструмент. И есть такой, то есть был такой великий этнограф Клавдий Квитко. Он, в общем, определил о том, что по пермской скрипке можно изучать Новгород, то есть восстанавливать новгородский гудок. Вы представляете, насколько глубоко, вот, в общем-то, появился вот этот инструмент, то есть в какой древности появился этот инструмент. Но вы знаете, поскольку, так сказать, наши охотники занимались своими традиционными промыслами, это и охотничий промысел, и рыболовство, поэтому я всегда предполагал о том, что вот эти вот струнные инструменты появились от лука, то есть от стрелы. От стрелы, понимаете, как и в каждой среде есть достаточно талантливые люди, которые от звука полета стрелы и от звука тетивы натянутой, конечно, они уже имели представление какое-то вот фиксирует вот этот звук. И когда вот и у меня, когда я начал работать в филармонии, у меня был лук, и я этот лук ставил на ящик, и потом издавал такой. Ящик вибрирует, звучание хорошее, достаточно. А потом я взял и начал смычком играть вот так вот, ну, флажолетами, и это звучало как, ну, я не скажу, как там виола, там это, я просто скажу, что это звучало как самобытный инструмент. А сейчас я вам сыграю песню. Вот у меня здесь сидят ученики, будущие вот стажеры. Я их, конечно, буду потихонечку, вон, Галочка, Валя, Валентина, ну, еще ряд. Вот, я буду учить их, то есть обучать. Но добровольно, не принудительно. Они меня попросили так и так. Сейчас я сыграю одну из самых, пожалуй, старинных вот таких песен, шуточная песня. Значит, я молодец, вот я отойду подальше, чтобы вы видели, как я на смычке, смычком работаю, вот, и как. Вот, чем дальше, тем лучше. Вы не бойтесь, меня вы услышите. С того конца можете услышать. Да, значит, я добрый молодец. Я вот, значит, я сегодня решил вместо Машеньки поменять на Дету. Ну, почему? Ну, присутствует такой, так сказать, представитель такого поколения. Вообще, я про Генриетту что-то очень мало рассказал. Вот как она представила свой инструмент. То есть у нее всегда был с собой вот этот баян. И она без этого баяна не представляла вообще даже жизни. И вот она живет, и у нас она играет.
Яков Сергеевич говорит, он сразу понял откуда, потому что она ходит в национальном костюме. Ей это не стыдно было, это мы сейчас стыдимся в национальных костюмах ходить. Она ходила по городу в национальном костюме, вот в Ижевском костюме, и пришла, и, конечно, Яков Сергеевич, он узнал, что она иженка, и ну и что иженка. Дело в том, что на самом деле ижемские женщины, они немножечко вот такие вот, в отличие от южных, не самых южных имеется в виду, а вот вишерские вот такие. Вот вечервожен пели, вот Валентина, вот Коми Сюлан, Коми песня пела вечервожен, так я вечервожский представитель. Ну, вообще-то, по мне не скажешь, что я тихий человек. Я человек еще какой, у меня нет незнакомых людей. Я могу с любым человеком разговаривать, и никто... Но я знаю, что мне никто не ударит, ни морду не даст в лицо, извините. Ну, по крайней мере, отвернется и скажет, какой-то больной, что ли, этот человек. Ну, в конце концов, если кто-то не поймет. И вот поэтому, значит, я-то добрый Митя молодец, я, значит, и жду свою подруженьку, свою возлюбленную жду. А она не идет, наверное, она уже меня разлюбила. Говорит, нет, я тебя не разлюбила, но мне надо, чтобы у тебя было золотое кольцо. Он говорит, какое золотое? У меня может быть кольцо. У меня нет золотого кольца, у меня есть только красивый платок. Вот этот платок он и подарил ей. Подарил за поцелуй. А она взяла этот платок и ушла домой коров доить. Вот такая вот да. Это вот эти парадоксы, то есть юмор в коме вот в песнях очень часто существует. И, к сожалению, я не могу показать вам ижемские песни, потому что, хотя я могу, конечно, одну из таких сейчас прямо разводить. Она приблизительно, это самая одна из древних таких песен. Ры моя, миор, шимитае вашия нумес, минайт ныва ажолемну. Местом янумес та его жимидапе минайт ныту высока Это песня о том, что, дорогая моя подруга, дорогая моя сестра, мы сейчас с тобой, ну тогда еще не было популярны вот такие, то есть были наоборот, были популярны вот эти вот гуляния, мы знаем Устилемское гуляние, а Ижемские горки гуляния появились еще куда гораздо раньше. И вот это вот, она говорит, мы с тобой, подруга, пойдем и вспомним, как мы с тобой в молодости гуляли в весеннее время, в весеннюю пору. Это чисто вот коми, это ижемское традиционное пение. Вот, ну, таких песен очень много. И я думаю, что со временем мы все-таки озвучим вот эти песни. Генретов в первую очередь, наверное, будет этим делом заниматься. Ну, я тоже занимаюсь, я в следующий раз постараюсь вам. Но дело в том, что национальный костюм, чтобы вот сюда привезти, мне это надо не только вот эти инструменты привезти, их много, но еще и целый чемодан вот это вот привезти сюда, вот эти вот малицы, вот эти вот одежду, шапку, вот это вот. Ну, скромнее надо быть. Малицы зимой. Покажитесь. Да.
А это чье сочинение? Кто сочинил? Предложение к вам. Каждый год будем вместе делать это мероприятие, будем масштабировать и сделаем фестиваль. Во,